Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Аэрономия – это наука, изучающая строение и химию атмосферы, в том числе и озон. В своем фильме мы попытаемся представить роль космических исследований в решении глобальных экологических проблем человечества, в частности, проблем озона. Озон – это химическое соединение. В его молекуле О3 соединены 3 атома кислорода, а не 2, как в обычной молекуле кислорода О2. В атмосфере Земли озон находится в виде малой примеси, его концентрация нигде не превышает процента от общего количества атмосферного газа. Почему сегодня столь велик интерес к проблеме озона? Потому что она является частью одной из нескольких проблем, стоящих перед человечеством. Это проблема экологии, сохранения в нашем урбанистическом мире природной среды. В конечном итоге, это проблема выживания человека на Земле. Из 3 стихий, окружающих человека, тверди, воды и воздуха, последний является самой уязвимой. И не случайно, именно в атмосфере появился первый сигнал бедствия. Это сигнал озоновая дыра, как вестник возможного глобального уменьшения защитного слоя озона в результате антропогенных загрязнений. В клетках живого организма под действием озона происходят мутации. Последние пагубно сказываются на развитии животного и растительного мира в целом. Здоровью самого человека также грозят серьезные неприятности, наиболее очевидные из которых увеличение заболеваемости раком кожи и повреждение сетчатки глаз. Кроме того, изменение количества озона не может не отразиться на климате планеты. Поскольку озон принимает активное участие в создании парникового эффекта тропосферы, при заметном увеличении в ней количества озона климат Земли должен стать более теплее. Для измерения количества озона в атмосфере используется либо наблюдение Земли рассеянного атмосферного излучения при заходе Солнца, либо прямые измерения с помощью специальных зондов, поднимаемых на ракетах или аэростатах. С середины 70-х годов ведутся наблюдения общего количества озона со спутника. На американском спутнике Nimbus-7 с 70-х годов работает аппаратура для изучения высотного распределения озона по рассеянной молекулами О3 солнечной радиации в ультрафиолетовом диапазоне. На том же спутнике, а также на ряде других, для определения высотного распределения озона используется излучение в других спектральных областях, видимой и инфракрасной. Моя зелёная.